никогда не болел звездной болезнью, я не знаю, что это такое. Человек должен быть доступным, простым. Это все. Понятие Минками Сургали, моя золотая плеяда, да, я понимаю в том, что это мои друзья, артисты, да, и публика. Вот все вместе это моя золотая плеяда. Пою в основном любовь, наверное, в моих темах, да. И вот сегодняшний концерт покажет, что в основном тематика песен моих – надежда. Я вижу впереди яркое солнце, все будет нормально. Надо работать, еще много будет работы, много труда. Все же впереди. Ничего планировать не могу, но скажу, что впереди много работы. И Цади выступал в хоре, помню, очень стеснялся, вот что мне запомнилось, да. А в школе
Я участвовал лишь, наверное, в каких-то сценках, на каких-то, да? А так я себя не проявлял. Чуть позже, уже в 7 классе, когда нашел уже этот, дома бытовой магнитофон и микрофон, и записал свои песни, вот тогда уже началось вот это все действие, да? Иногда песня появляется сама. И мелодия, и слова сразу, да, моментально. Вот так получилась песня «Тама Туяра», которую поет Антон, да, сейчас. Вот, а иногда я пишу на заказ. Вот это, я не люблю писать на заказ, там надо все долго думать, искать. Люблю, когда песня появляется сама собой, когда есть вдохновение, да. Ну, иногда, послушав какую-то хорошую музыку или увидев что-то красивое, тоже появляется вдохновение. Ну, это такой процесс, что невозможно писать. А так я пишу обычно с 6 утра. На самом деле, какова жизнь артиста эстрады? Очень трудно, я могу сказать, да? Потому что переезды, перелеты, постоянные гастроли. Но мы сами выбрали такую жизнь. Вот стараюсь... Я не люблю компании, праздники, да? Потому что это моя работа, я постоянно бываю на банкетах, пою на свадьбах иногда, да? на всяких презентациях, поэтому... Когда отдыхаю, я не люблю ходить в гости и на всякие там празднества. Ну, это тоже, наверное, издержки просто профессии. А как ты любишь отдыхать? Ну, с семьей. Например? Люблю рисовать, читать книги, кулинарить. А любимое блюдо, которое получается лучше всего? Ну, я думаю, что спагетти по-итальянски. И плов делаю.
Донской. Мен бүгін Николай Донской бір хамай үшір өтіні әйеқа хитенлерем. Ол кенне бүгін манайғы консольный консерінен ағаддалибіні бұл соғытық түреген Светлана Юргена тылдарығары кенне музгатғары мені аманнай олақан сырана тақсан ұллағыдым. Онан мен бұрын ұлламаны Якус 2001 дені конкурска гран-при ғайқаты болғытымын. Онан бүгін Эхекте таскыд бұл кие аяр кие бітігері Николай Донскойға болды. Конечно, в моем творчестве больше влияние евродиска, да? Это музыка очень доступна всем слушателям, всем категориям, да? Легкая, веселая, ненавязчивая. И так жизнь трудна. И, мне кажется, не надо ее загружать еще больше тяжелыми вещами. Ну, конечно, я не имею права говорить, что такая музыка должна быть, такая музыка не должна быть. У каждого свой стиль, свой вкус, поэтому должно быть разнообразие. А для меня все-таки поп, музыка, легкая музыка, она больше играет роль.
Вот ты вот сказал, что жизнь артиста — это сплошные гастроли, поездки. Может, какой-нибудь случай из жизни гастрольной? Интересный какой-нибудь. Это было в 94 году, когда я ездил, когда я только, можно сказать, начинал, да? Вышел мой первый альбом. И когда мы приехали в Вилюйский Улус, мне сказали, что в отделе культуры сказали, что уже Донской побывал у нас. Получилось так, что, оказывается, один смышленый парень, купив мою кассету, уже открывал рот под мою кассету, да, под мой альбом, и выступал очень даже неплохо. И он объездил уже весь Улус. Ну, на последнем концерте мы побывали, посмотрели, как он работает, и я просто так подошел к нему после концерта и взял у него автограф. То есть получается, что я сам у себя взял автограф. Вот такой случай был. Интересно. Ну а как он вообще на сцене, понравился? Похож на тебя? Нет, совершенно не похож. И его дальнейшая судьба мне сейчас тоже неизвестна.
Үләгәрдәле хайын коляны. Оны кинеха үрдүктен үрдүк ситеһиләре өстәдә гөл багыры хайын. Günü